Конец мая по традиции ассоциируется с прощанием со школой. В последние дни весны по всей стране дети делают еще один шаг ко взрослой жизни. В этом году празднование пришлось немного перенести. 25-го у ребят уже первый ЕГЭ. Последний звонок в Северной Осетии прозвучит на день позже, чем в большинстве регионов России. Со школой сегодня по всей республике прощаются более 10 тысяч ребят. Сотни 10, 9, 11-классников выйдут на торжественные линейки. Здесь, в 41-й школе, все готово к празднику. Это, пожалуй, одна из самых танцующих школ республики. Здесь учатся многие из артистов городского ансамбля «Владикавказские Аланы». В их числе и Хетаг Мицаев. Сегодня он тоже заканчивает школу. В своем классе Хетаг в некотором роде знаменитость. Многие помнят, что в составе звездной команды он нес факел на эстафете Олимпийского огня во Владикавказе. Сегодня у юношей другие заботы. Детство позади, и пора сделать главный выбор в жизни. Решение уже принято. Хетаг планирует стать студентом военного университета. Но при этом он уверен, если бы не его товарищи и их поддержка, всего этого добиться было бы сложно. В течение 11 лет мы стали очень близки, мы очень сплотились. Я благодарен своему классу за ту поддержку, за ту атмосферу, которую они всегда проявляли. И я думаю, в жизни мы всегда будем помнить друг друга и общаться между собой. И вот эту дружбу мы пронесем, я думаю, до старости лет. Этот класс по-настоящему звездный. Спортсмены, танцоры, настоящие умники и умницы. Классный руководитель не скрывает слез во время своей речи. Грустно расставаться с детьми, которые за 7 лет практически стали родными. Класс очень такой дружный, сплоченный, талантливый. И мне очень легко было с ними работать, хотя были какие-то моменты. Но я ими горжусь. Это действительно вот от души. Мне хочется, чтобы и в дальнейшем у них сложилась судьба очень хорошо. Дружба дружбой, но все 11 лет этот класс не только танцевал. Здесь каждый упорно учился. Доказательства тому 4 золотых медали и 2 серебряных. Потрясающие достижения. Теперь курс на ЕГЭ. К нему готовились упорно целый год. Экзаменов не боятся. Каждый уверен в своих силах. И все это благодаря педагогам. Я от лица всего своего класса хочу выразить благодарность всем нашим учителям, потому что они вложили в нас очень много труда. Мы благодарны им за все их старания. И нам очень грустно, что мы с ними расстаемся, но мы будем стараться не забывать их, приходить к ним и радовать их своим присутствием часто. Спасибо своим учителям сегодня говорили выпускники первой школы селения Михайловская. Праздничная линейка, трогательные стихи и поздравления от самых близких. Ребят провожали во взрослую жизнь по-настоящему торжественно. Выпускники говорят, для них гордость быть учениками именно этой школы. С недавних пор она носит имя ветерана Великой Отечественной войны Аркадия Селютина. Высокое звание бывшему ученику этой школы было присвоено только в этом году. Всех 11-классников напутствовал премьер Сергей Такоев. Он преподнес школе и подарок – несколько компьютеров, и пообещал, в сентябре у учеников появится новый компьютерный класс. Еще в жизни будут много экзаменов, много препятствий, которые вы будете преодолевать. Но вот первые шаги в большую жизнь вас выпустили ваши учителя. Поэтому я хочу поблагодарить учителей, в первую очередь, родителей, которые ждут от вас в жизни много приятных и хороших вестей. И чтобы вы на самом деле делали так, чтобы и ваши учителя первые, и родители гордились вами. В добрый путь, в большую жизнь. Самый торжественный момент – настоящее единение поколений, первоклассница и выпускник. 11 лет назад этот колокольчик звенел, приветствуя 6-летних ребятишек в первом классе. Сегодня он знаменует прощание уже повзрослевших мальчишек и девчонок со школой. Уже потом каждому из выпускников, учителей и родителей сложно сдерживать слезы. Прожив 11 лет бок о бок, тяжело просто сказать «прощай». Впереди у ребят экзамены, студенчество и самая настоящая взрослая жизнь. Но в родной школе ребят вряд ли забудут, да и они сами обещают помнить. Яна Гагиева, Лолита Созаева, Олег Рамонов, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.